Садимся на своего камня. Это у нас последние дома. Вот он, последний дом. А дальше уже начинается лес. Вот немножечко с вами проедемся, покажу нашу осеннюю красоту. Зеленого 5. Поедем по дороге. Это у нас таунхаусы в единственном экземпляре. А вот тут дальше идут плиты вместо асфальта. Вот этот дом последний, он принадлежит Газпрому. Газпром их сдает своим работникам. Ну, у кого нет квартир, приезжим. Хотя я давно не была в этом лесу. Что-то я... Такая погода была плохая. Вообще не хотелось выходить. А тут прямо такое солнышко. Вот совершенно не хочется сидеть дома. Даже самой интересно, как сейчас тут будет все красиво. Опа. Так, такой мостик железный. Опа. Опа. Тут начинаются скамеечки, домики для птичек разные, кормушечки. И тут очень много белочек. А, слезы текут. С непривычки. Такой. Ничего себе, приветствие какое ярое. Все, тут уже начинается такая дорожка открытая, без деревьев. Здесь обычно вот в этих местах, вот на этих полянках, в конце учебного года все школы выходят в поход. И вот тут всегда очень много народу. Вот эта тропинка, она уходит в лес. Можно на родник попасть через лес. А вот эта тропинка уходит на Квасильню. Можно попасть на ручей. Вот. Это тоже на Квасильню. Мы тоже иногда тут вот едем по этой дорожке. Вот сегодня я хочу вот именно здесь проехать. Желтенькие, желтенькие березки. Тоже налево тропинка уходит. А, там уже люди гуляют. Там, кстати, слева тоже очень красиво. Там такие деревья, прямо кроны друг к другу склоняют. И как в туннеле там проходишь. Небольшое расстояние, но есть. Красиво. О, ручей пересох. О, последний раз тут еще была водичка. Класс. Так, вот тут у нас тоже две дорожки. Одна налево уходит, вторая направо. Вот, и они там, ну, соединяются в конце. И вообще эти все дорожки идут на родник. Там два ключа. Ну, видео я выставляла ранее. Люди гуляют. Но что-то они сегодня не так много. Обычно больше народу. Вон впереди есть велосипедистов, вижу.
дорожка, 2 дорожка, 3 дорожка, 4 дорожка. Так, все едут по моей. Нет, все. Ушли направо. Вон какие тут сосны. А это березовые листочки покрываются желтым. Пока еще зеленого больше, чем желтого. Ой, слезы текут. Ой. Солнце яркое. Я еду в шапке, в теплом свитере. Погода сколько? Плюс 10 градусов. А еще когда на велосипеде едешь, так ветром таким прохладным обдувает. И не так-то и тепло. Сзади кто-то едет. О, сколько спереди народу. А там еще турники стоят. И вон спортсмены подтягиваются. Но это кучка идет спортсменов. Смотрю, да, там есть. А это просто гуляет. Ребята. Ну, у них кто-то мама с колясочками все есть. А мы поедем не к роднику. Да не поедем. Мы поедем вниз. Я тут обычно на скорости еду. Но так как я еду с одной рукой, нет у меня никакой держалки. Поэтому скорость я скинулась. И велосипедисты меня обогнали. Но лучше так. О, тут у нас песочек, но он... Ай-яй-яй-яй-яй. Я все-таки упала. Так, занесло меня на песочке. Вырулить я не смогла. Ничего страшного. Едем дальше. Как я так не пойму. Да, вот я, значит, одной рукой ехать. Так, тут направо дорожка, а есть налево дорожка. Ну, налево лучше, нам всегда больше нравится. На шире, как надо собой становиться. И хочу этот, ой, песочек отряхнуть. Ой, а что у меня такие дырочки? О, у меня даже колпачков нету, я даже не в курсе. Так, чем-нибудь я возьмем палочку. Ой-ой-ой-ой. А, или сейчас мы постучим, он выпадет. Ничего страшного. У меня все хорошо, все чистенько. Сейчас я покажу. Так, а как себя показать? Сейчас я вот так покажу. Опа. О. Оказывается, мне было не видно, что я там отходила. Ну вот шапку одела, куртку, там одела свитер теплый, чтобы было не холодно. И уже такие утепленные штанишки. Рюкзачок положила, перчаточки. Ну, пока они не нужны. Там велосипедисты ездят. Вот, переворачиваю камеру и едем дальше. Вот на этих полях росла травка, туманчики всякие, разнотаровья. Вот синокос скосили. Вот никогда не помню, чтобы у нас вообще здесь
был какой-то сенокос косили траву. То ли мы приезжаем уже с отпуска 1 сентября, это не застаем. А потом уже катаемся на велосипедах не за городом, а по городу. Не выезжая в поля. То ли лето было такое жаркое, что трава созрела, ее скосили, я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, но нас сильно это удивило, потому что так было красиво, стояли тюки, ходили вся Ухта сюда фотографироваться, и мы в том числе. Кстати, еще ни одной фотографии летней не выложила, как мы приехали с отпуска с Ухты. Какой-то я отпуск начала выставлять. И так вот у меня фотографии начинаются с 1 сентября, а видео идут в отпуск. Какая у меня 40-я серия вышла. Да. И это у меня еще от 15 июля. Я уже 41-ю смонтировала. Но пока я не выставляю. После выходных уже выставили, потому что работы много. Очень много делаю клипов под заказ. И немножечко такая нагрузочка у меня большая. И еще где-то мне еще должна... Ой, котики. Вот. А сейчас у меня еще проект один идет. Мне тоже его надо сдать. Пообещала к выходным сделать, на проверку сдать. Ой, не знаю. Очень надеюсь, что... Ой-ой-ой, все получится. Даже не знаю, куда с вами. Давайте вас свожу на Квасильню. Немногие знают, что это у нас такое. Опа. Вот у нас направо. Я обычно вот туда направо еду. Ого. Но это у нас дожди были. У нас тут все в лужах таких. А справа река Ухта. Да, наша красавица. Чистая речка вообще. Кстати, я летние фотографии тоже и видео снимала. Рыбаков снимала. Боже, когда я это все буду выкладывать? Ой. Мне уже ребята местные, кого я снимала, спрашивают, а когда мы себя можем увидеть? Я говорю, по очереди, увидите, когда нам пишут. Недавно писали, а когда вы нас будете выкладывать? Я говорю, ребят, в сентябре. А сейчас я понимаю, что в сентябре у меня не получится до них еще дойти, так как у меня информации до них еще другой много. Мачки. И, наверное, ребята, если вы смотрите это видео, вы у меня будете в октябре. Обещаю. Вот эти зонтики. Почек. Вот он. Огромный. Такими плантациями. Так, ну тут тоже. Ничего себе. Какие лужи огромные. Ой-ой-ой. Так, здесь мы... Ух, одной рукой. Ой-ой-ой. Тяжело. Вот она, Квасильня. Вот она. Да, дорога. Мы в детский парк приедем. Тоже другая сторона города. Вот она, Квасильня. Почему называется Квасильня? Ой, не знаю, слышно меня или нет. Наверное, ветер шумит в телефоне. Анютка звонит мне. Что ж такое? Это сейчас я выключу. Ой, отвечу Анютке. Потом включусь. Так. Анютка нагулялась. Говорит, можно с подружкой домой придем? Я говорю, приходите. Так. Вот она, Квасильня. Здесь раньше квасили капусту. Да. Сейчас, конечно, это разруха. Но
такие резервуарчики. Вот они. Вот сюда закладывали капусту. Вот они, круги эти. Опа. За этой бассейне. Сейчас велосипедик возьму свой. А он тут с бидонами водички местные набирает. Кстати, ее даже пьют. Ой. Давай через верх проедем. Опа. Ой. Да, раньше у нас тут, вон еще впереди поля, тоже скошенная. Капусту выращивали. Самоделками. Вот она, бьет соленый ручей. Он запах серого народа. Истинская вода минеральная. Вот наша бухта уже там. Вот церковь, откуда у меня видео началось. Вот она. Вот люди по полям, и там вот, где я показывала, вот и ходят. Ой, 0,5 поставила. Ой, 0,5. Давай, сближайся. А, вон люди идут. Ну, ночевали. Ну, много гуляют за городом. Водичка вон стекает в реку. Ухтушечку нашу. Опа. Вот такая квасильня. Ой, мы поедем вдоль Ухтушечки. Обратно, не знаю, посмотрю, как поеду. Вот она, со стороны как смотрится. Это, наверное, самые высокие вообще этот растения. Гиганты, просто гиганты. О, сколько. Просто много-премного. Я думаю, все знают, что они очень опасны, особенно в период цветения. Они оставляют ожоги. Очень сильные. Ой, тут я боюсь ехать. Потихонечку. После падения уже какой-то страх небольшой. Ой, уже и жарко мне. В свитере-то теплом ехать. Ой, какая красота. О, рыбаки стоят уже, видно? Вам не видно, не знаю. Вон они. Сколько их раз. Потом подальше еще двое, и трое там. Рыбачат. Рыбку. О, еще. Так, тут аккуратненько проезжаем.
всегда было интересно, какую тут рыбу ловят. Отвечает Хариусов, но я ж не видела, не знаю, насколько это правда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не очень хорошая дорожка. Вот хорошо у меня на этом велосипеде брызговик установлен. Не очень так опасненько. А вторые два у нас без брызговиков. Но на одном и не было брызговика, мы не покупали. А на втором уже два сменили. Они почему-то все время у нас отламываются. Не знаю, беда какая-то. Давайте сходим. Я здесь оставлю. Так, никому же не помешает он меня. Все равно одни рукавички. Сейчас сходим до реки. Тут велосипед стоит. Ой, какая чистая. Ой, какая хорошая. Я бы искупала. Было бы потеплее. Ой, хорошая какая. А, вон рыбак. Какая хорошая водичка. А скажите, пожалуйста, здесь какая рыба ловится? Хариус. Хариус? Да. А вы сегодня поймали что-нибудь? Нет? Поймал. Поймали? Сколько? Немножко. Это правда, да? А? Это правда? Конечно. О, видите? Если не ловилось, я бы не приходил бы. Даже малявки. А на что они ловятся? Ну я на мушку ловлю. На мушку? На мушку ловятся? Ничего себе. А они большие хариусы? Ну есть большие. Ну, большие это сантиметров 15? Да не, поболее. А, еще более? Ничего себе. Метров 25. 25 сантиметров хариусы. Ну, удачной рыбалки вам. Спасибо. Класс. Я же говорю, хариусы. Вот видите? Такая у нас классная река. Вау. Ну да, и там еще рыбаки. Класс. Класс. Удочку, что ли, купить? Вот, наверное, ой, закажу себе на день рождения удочку. А что? Хороший будет подарок. Река рядом. Катаемся часто. Почему бы не ловить мушек? Купим. Вообще класс. Хочу удочку. Ну вот, видите, желание появилось у меня. На день рождения хочу удочку. Что девушке надо для счастья? Удочку. Хочу хариусов ловить. Ой, господи. Да, дорожка в этот раз после дождей с большими лужами. Ай-яй-яй. Вон еще рыбаки. А да, вон с удочкой, с колясочкой даже. А, и мама в попуточке. А в колясочке спит Лялечка. Класс. Ну что ж такая дорога-то у нас тут, а?
Ну да, дорожка такая, конечно, подзавязла. Здесь мы эту лужу всегда объезжаем. Летом, конечно, она сухая. А здесь мы всегда объезжаем, и здесь всегда лошадиные какашки лежат. В этот раз что-то нету, странно даже. Должны выгуливать лошадок. Еще я здесь люблю останавливаться и тоже водичку спускаться. Опа. Остановимся. Так. Стой. Мгм. Вот наша ухтушечка. Сейчас заново включусь. Заново переключилась. Ну, мало ли, там какая-нибудь вертикальная, у меня еще что-то, я же не проверяю, что у меня там снимается. Ой, какая водичка замечательная. Класс. Класс, класс, класс. Мальков каких-то видно. Обычно. Вон они плавают. Конечно, куда же они денутся. Как бы Хариуса увидеть, а? Я высоко стою, в принципе. Как его увидеть? Кроме мальков я ничего не вижу. Даже, мне кажется, если проплывет, я не увижу. Наверное, чешуя все равно будет отблескивать. Ай. Красота, что скажу. Опа. А вот здесь, там вот дорога идет. Это вот... Ой, я замыкаю круг обычно. Вот по этой дороге я еду в Шудояк. Дальше через Шудояк, через фермы. Еду по полям опять. И потом идет огромный-огромный спуск. И потом уже он идет вот сюда, выходит. Опа. Ой, как жарко. Еще велосипедист. В шортах. Что-то у меня велосипед заскрипел. Не пойму, что ему не понравилось. Ничего себе, как скрипит. Что с ним? Велосипед. Может переключить передачи? Сейчас отключусь, попробую передачи переключать. Что-то он мне не нравится, как захрустел. Сейчас остановлюсь. Опа. Что-то сильно ничего не помогает. Ну ладно, буду хрустеть. Не знаю почему. Это место мне тоже очень нравится. Такое. Ну-ка, давайте остановимся. Тут тоже. Оп. Очень красиво здесь. Летом здесь сфотографировала Анютку с Илюшей. Сейчас покажу. Так, здесь. Оп. Красота же. Еще велосипедист там едет. Ой, такой обрыв. Отсюда не видно рыбу.
дальше. Оп, оп. А тут уже бурлит река. Камни. Перекат. Опа! Поедем по этой тропинке. Можем по дороге, можем по тропинке. Ой, ой, ой. Сейчас. Чего? Если я прямо так пойду, я в парк попаду, да? В детский парк, да, Детский слева парк. будет, да. Ага. А если чуть-чуть левее пойдете сразу, то подойдете на Зеленого. Там просто где-то был вот ориентир, я пытался выйти на Зеленого. Нет, Зеленого будет там, увидите, слева после полей. Да, немножко? Намного дальше. Ну спасибо за беспокойство. Ага. Доброго. Велосипед сзади меня, еще велосипедист. Еще и туристы. Так. Такая тропинка. Вот тут, конечно, падать опасно уже. Пойдешь же сразу в реку. Ой, какая красота. Велосипедисты. Ничего себе. Мне еще хочется. Вот там впереди гора есть. Вот мне хочется как-нибудь. Ой, мама. Как-нибудь попасть на ту гору. Я представляю, какие там шикарные виды. Одна, конечно, не поеду. Вот Вову дождусь. Может быть, попробуем с ним туда скататься. Если погода уже позволит. Тут вот тоже рыбаков много. И я заметила, что рыбаки любят в реке стоять на поворотах. Видимо, на поворотах самое местечко для ловли рыбы. Туда уже не поеду. Что это велосипед такой, а? Посмотри, заиграл. Сегодня у нас какой? 24 сентября. Или 25. Я совсем потерялась. Я знаю, что сегодня суббота. Какое число. Ужас какой-то. Как так? Ой. Да, дорожка такая после дождей. Я проехать-то можно с краешку объезжать? Но я уже такую забыла дорогу. А летом, когда мы тут, в августе с Вовой ездили, вообще даже намеков на сырость не было. Просто вот вся вода ушла, испарилась. О, Господи. Мне бы какую-то, наверное, надо купить подставочку на велосипед и туда телефон прищелкивать, не знаю. Я думаю, что бывают такие подставочки. И в руках не надо держать, поставил, все. Надо будет посмотреть где-нибудь. То вот я еду с одной рукой. И скорость у меня, я не знаю. Я еще
Страву программу поставила. Страва работает только через VPN. А когда VPN включен, больше ничего не работает. То есть ВКонтакте не работает. Ну, ни одна программа не открывается через VPN, кроме Стравы и Инстаграма. Все, VPN у меня только для Инстаграма и для Стравы. Ого. Так. Сейчас потихонечку тут. Оп. Все, смогла. Ну да. А здесь сейчас тоже потихонечку. Мы сейчас поедем. Вот. Здесь можно по низу, а мы поедем справа. Сейчас объедем, потому что я обычно вот здесь вот справа объезжаю. Что ж такое-то? Ну там листик. Аж трава какая еще. Опа. Ну вот, мы почти уже подъехали к Шудаягу. Вначале начинаются два красивых коттеджа. А, их даже... Ой, даже не... О, наверное, надо было там проехать. Что, придется опять, ну ладно. Их даже не 2, 3, и, возможно, даже 4 за ними. Я всегда думала, что их 2. А потом идет промзона, какие-то там гаражи. Вечно ездят грузовики, что-то вечно вывозят, привозят. А потом идут дачи. А потом у нас и сам подъемчик в Шудаяк. Вот, на ту гору хочу. Это надо через мост проезжать или в сторону аэропорта как ехать, или где Шудаяк. На севера, скорее всего. А дальше как они там заезжают. Вот. Одной, конечно, не рискну. Вот там прикольно. О, какие там поля. Ой, совхозная 1А и 1Б. Что-то я не показала. Красивые. Ой, собачка поприветствовала. Вот это какие-то... А, тут трубы. Промзона. Краны. Ведется видеонаблюдение. У меня тоже ведется видеонаблюдение. Здесь я буду выключаться, потому что мне надо будет сейчас понизить передачу, потому что вся дорога вот идет в гору. Опа. Сейчас я отключусь. Понизила. Блин, заднюю, конечно, можно еще побольше. Пока так. Люди картошку убрали. Картофельные поля. Слева, справа. Картошечка. Вот здесь ямы картофельные все стоят такие. Домики. Та гора меня манит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
жарко. Вообще жарень. И вся дорога будет в гору, кстати, до самой фермы. О, огородики. Речка. О, дома. Это первый дом вот Шудаеги. Со стороны реки. Так, гаражи. Вот они, трехэтажный домик. А вот это один из новых, последней постройки. Трехэтажный. Видно, что такие площади большие. Так, а это, наверное, у нас мусоровоз за мусором приехал. Сейчас потихонечку его обгоним. Так, впереди ремонтные работы. Фонари устанавливают. А, ничего себе. Или к Белке поедем? Не, к Белке не поеду. О, ничего себе, тут костерок. Поедем направо. Тимирязева 9. Тут такой всегда бардак. Тут вот дедушка что-то возится. Ой, фу. Ой, фу. Ой, вот и ругается. Пахнет этим. Синее, что ли, держит дедуля. Ну, там еще птички у него, гуси гагакают, утки. Ну, запах, конечно. А еще здесь постоянно доски были за этим заборчиком. И всегда одна и та же девушка пила пиво. Вот как мы не едем, она стоит и пьет прямо из бутылки 1,5-литровой. И главное, мусор за собой не убирает. И там вот эти куча вот этих бутылок, она попьет, там их оставит. Видимо, деду это надоело. Недавно эти доски все распилила, что на них было удобно сидеть. Бутылки, смотрю, все эти были в мешках белых сложены. Там, смотрю, ни досок, ни мешков, ничего не было. И девушка исчезла, все. Ну как ей было приятно там стоять, не будет. Там такой запах стоит. Нет, она, не знаю. Видимо, кайфовала, еще запиваете пивом. Это жесть, конечно. Это какой надо быть извращенкой. Фу. А девушка такая, ну, симпатичная, стройненькая. Ой, не знаю, что ее на эту пьянку продвигает. Здесь тоже такая дорожка. Здесь, кстати, летом ее разровняли по весне. И потом засыпали вот таким щебнем. Ой, долго ее, конечно, равняли. Но она, конечно, была совсем в таком плачевном состоянии. Но сейчас тоже все уже появились ямки, лужи. Посмотрим.
Но в прошлый раз, конечно, до того, как мы ее разровняли, вообще там мы пешком, конечно, по обочинам с велосипедами шли. А сейчас, конечно, уже получше. Не то, что получше, но это считается очень хорошо по сравнению с тем, что было. Ай. Да, отсыпали. Ямы все равно образуются. Ровненько она была, гладенькая. Вот как-то вот. Вот так вот. Тут все картофельные ямы стоят вдоль. Так, а я все на пониженной еду. Ну, в принципе, по такой дороге и нормально. Она мне так и будет, пока в гору, до самых ферм. Мы еще до ферм не доехали с вами. Да. Тут тоже все время какие-то ремонтные работы идут, какие-то базы, подбазы. Слева дальше идет кладбище Шудаякское. Старое, но это уже не хоронят, не знаю. Ой, как не жарко. Я зря, конечно, так утеплилась. Мне очень жарко. Слева кладбище, а это вот дорога на трассу. Направо на Уфту, налево на Шудаяк. Мы по трассе не ездим. Мы едем по полям, по лесам, вдоль речек. Я даже в городе не люблю ездить. В городе мы обычно ездим, вот ночью выезжаем, день часиков в 10. И домой приезжаем к 12 ночи. Людей мало. Единственный минус — это в это время поливают улицы в городе. И по сырым, конечно, улицам, по этим асфальтам не очень приятно ездить, потому что это брызги. И я люблю по сухому, конечно, ездить. Мы все к гору едем. Я так не уменьшала передачу. Так на повышенной едем. Здесь детка, конечно, такие собачки. Они всегда нас приветствуют. Тут внимание на машины. Нам нет внимания. Нет! Смотрит. А так обычно лает. Скорее всего, тоже были какие-то фермы, но они, скорее всего, заброшены. Но я так думаю, может быть, тут как раз эти лошади живут, коровы. Не знаю, на ту территорию никогда не ездила. Но вот тут вот табун всегда тут вот пробегает, вот они прямо идут. Так, дайте я отключусь. И сейчас опять включусь. Ой, включаюсь. Расстегнула куртку, потому что невозможно жарко. Я же естественно самая.
так боюсь мимо нее приезжать, потому что там такие огромные собаки. И один раз одна была на выгуле. Я, наверное, я не знаю. Я на Вову прыгнула. Вообще было, конечно, страшно. Я так вначале посмотрю. Вроде ничего нету. И потом уже теперь еду. Но они огромные. Просто собачатины эти. Вообще огромные. А вот. Надеюсь, она на привязи. Вон это первая. Да. Пост охраны. Вон они уже все лают. Ой, вон они гуси. Девушка выгуливает. Ой, эти, конечно, охрана. Ну что вы на меня лаете, а? Ну что я вам тут велосипедистик сделал, а? Ой. Слышу, привет, привет. Ой, вот они гуськи. Привет. И бычки. Тут главное нет коров, тут все бычки. И тут опять собаки. На меня прям бежит. Вообще, конечно. Ой. Вот это мне место тоже очень нравится. Вот эти поля. И все, и у меня тут начинается спуск. Сейчас притормозим. Сейчас мы передачу увеличим, пока отключаюсь. Ну вот, передачу я увеличила. И вот мне нравится вот этот спуск. Сейчас мы разгонимся и быстро поедем. Обожаю. А сейчас будет... Можно ехать прямо, тогда через лес на родник мы попадем. А мы будем спускаться направо, где я показывала дорога, где большой спуск. Вот мы сейчас туда будем спускаться. Так, я даже не знаю, как быть. Так, сейчас отключусь. Опа. Курточку застегну. К спуску мы готовы. Ну-ка, тормоза. Буду тормозить только левой. Ну-ка, правой. Не, правой трудно тормозить мне с телефона. Ну, мы медленно попробуем спуститься. Обычно мы тут на всех парах гоним. Что ничего не видно, ничего не слышно. Руку держу вторую с камеры на руле, из-за этого так трясет, по-другому не могу. Так хочется быстро ехать, но опасно. Опа. Ну, в принципе, получилось. Вот эти поля тоже очень красивые. Начинаем с весны за ними наблюдать. Они начинаются вначале зелененькие, потом желтенькие, потом беленькие, потом опять зелененькие, потом уже серенькие. Очень красиво. Ну, в зависимости от того, какие там цветочки на них растут, такие они цветом покрываются. Но это, конечно, волшебно. Тоже у меня очень много видео с этих полей. Вот
Именно с этих очень нравится. И солнце тут хорошо как бы освещает на начало поля, и как бы тень не падает от деревьев. Здорово. А еще мы всегда берем термосочек, конфетки, бутерброды. И вот там разложимся, пьем чай. Прикольно. Мы, кстати, вот вдоль этих полей тоже проезжали. Может быть, там есть какие-то дороги, выезд нет. Это тупиковые поля. Там никак не выехать. Ну, по бурелому можно пройти. На велосипедах это было бы трудно. Мы развернулись, поехали обратно. Так, пока остановлюсь. Вот оно, солнышко. Вот эти мои любимые поля. Ой, красота. Класс. Ну что, немножко передохнули. Едем дальше. Тут вот тоже большой спуск. Уже было сейчас вот на тормозе. Аккуратненько спускаться. А, вот они какашки! Какашки лошадиные. Ой. Тут и замкнули круг. Вот она, моя дорожка туда была. Вот тут мы водичку смотрели. Все, тогда отключаюсь. Поеду. Не знаю, как буду возвращаться, посмотрю. Пока отключаюсь. Еще раз остановилась. Как можно проехать такую красоту? Сколько тут мальков! Видно их, нет? Вот их сколько. Просто огромное количество. Мальки. У них хариусы, а детки. Красота. На единичку. Ой, на 0,5. Сейчас на единичку. Вот так вот. Ой, какая красота. Да, и все в этих мальках. Ой, сколько их много. Класс. Представляете, я поиграла со скоростью. Тишина. Я большую звездочку поставила на самую большую, на максимум. И маленькую звездочку поставила посередине. Все, тишина. Значит, это у меня проблемы с чем? С цепью, с натяжением цепи.
она как-то скребется, видимо, по звездочкам. И поэтому получается такой скрип. Вот так вот. Хотя цепь мы покупали в этом году совершенно новую, потому что нам сказали, во 100% износ старый. И мы этот, кстати, велосипед делали ТО на 5000, даже с небольшим. То есть нам поменяли полностью цепь и что-то там еще нам поменяли. И что-то такая трещотка получилась. Ничего себе. Надо, наверное, опять обратиться. Ну, проблему озвучить. Так, выключаюсь. Здесь я тут падала. Все. Так, ну вот мы поднялись в горочку. Вот она, дорожка, которая на родник. Мы сейчас по ней проедем обратно. Вот они, турникеты, скамеечки. Красивое местечко. А зимой вот мы вот с этой горы скатываемся. Горочка там классная. Ой, это кто у нас такой? Вау, смотрите. Сейчас я покажу. Опаньки. Кого мы тут встретили? Интересная дамочка. Новенького. И что-то из новенького. Хозяйка полей. О, вот это моя любимая скамеечка. Ну как же мы тут не остановимся? Конечно, остановимся. Господи, а тут что такое написали? Свет, цепь мира единца, относитесь друг к другу с добротой и глубоким состраданием. Библия Эссенам 4:32. Этого тоже не было. Что-то тут. Ой, как я люблю вот эти. Вот эти березки. Вот эти. Вот эта скамеечка. Я тут летом сяду. Загораю. Снял сиденье. Красота. Ой, вот этот вид мне нравится. Обожаю. Обожаю, 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 обожаю. Еще дальше так обойти. Красота же. Так, едем дальше. Вот эта мне дорожка тоже очень нравится.
мы сейчас спустимся. Опа. Успели сейчас поставим сюда. Опа. Ой. Давайте все уберем скорость. Вот у нас полянка. Ой. А это дорожка на родник. Оп. Все посмотрим. Течет он как. Ой, совсем маленькая струйка. И сейчас с той стороны посмотрим. Здесь побольше. Тут у нас все берут родниковую водичку. Если мы поедем туда прямо, вот там через лес можно. А мы поедем вот, где девушка едет. Оттуда мы приехали. Опа. Ой, тут такие котики. Там уже сейчас еще соединимся с кругом, с одним.
нравится ездить. Во-первых, у тебя свой темп, ты ни с кем не разговариваешь, горло у тебя не заболеет. Где хочешь остановился, пофотографировал, отдохнул, чайку отпил, печенюшкой похрустел. То есть только все зависит от тебя. Нравится мне одно ездить. Хорошо. Вот он. Замыкаем круг. Ну все. Там уже дом торчит белый. Виднеется он. Макушечка. Тут я уже отключусь. Опа. Красота. Ой, надеюсь, прогулка со мной вам понравилась. Видео напишу сколько. Ой. Надеюсь, прогулка вам со мной понравилась. Видео напишу, сколько километров мы с вами проехали. Вот такой мой любимый маршрут. Отдыхаю душой и телом. Итого мы сегодня с вами проехали 14,5 километров. Потратили 1:24.